Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 27 сентября. Это у нас будет пятница. Смотрите, я буду пятницу на цыганском пасьянсе для вас. Смотрим все знаки от овнов до рыбок по очереди в одном видео. Первые овны. Так, овны, 27 сентября. Меня интересует пятница. Покажите мне события дня для овнов. Рыба. Сразу предупреждение. Скользкое дело. Якорь. Остановка. Чашка чая. Мешок нельзя. Подкова. Угу. Горизонтали, вертикали я не вижу совпадений. Значит, смотрите, 4 события выпали. Первое. Скользкое дело. Будьте осторожны, вас кто-то может заманивать в свои хитро расставленные сети в этот день. Якорь показывает точку, остановку может показывать. Где-то надолго. Скорее всего, остановка, потому что, видите, дальше событий нет. Да, то есть пусто, нет событий. Я думаю, что вы где-то заякоритесь на какое-то время, жизнь как будто бы остановится, станет на паузу. Дальше удача, везение может вам сопутствовать в этот день, и гости. Может быть, в гостях проведете там полдня, и поэтому якорь показывает, что никаких событий не происходит. Кстати, рыба может в таком случае проиграться, как какая-то очень вкусная рыба. Может быть, там будете готовить. Так что вот так. Больше похоже на выходной, чем на будний день. Гости, остановка. Ну, такие события для вас. Что показали, то я вам передала. Благодарю за внимание. Овны, я перехожу к тельцам. Сейчас посмотрим, что тельцам приготовила эта пятница. 27 сентября, пятница, события дня, тельцы. Покажите мне, что у тельцов, какие события будут. Угу, сразу же конфликт, смотрите, выпадает. 2 меча. Ну, для коридора затмений, в принципе, конфликты это норма, так что можно не удивляться. Мешок с деньгами. Сердце. Змея. Чашечка чая нельзя. Конверт еще есть. Конвертик. Маску нельзя. Горизонтали нет, вертикали проверяю. Месяц есть по вертикали. Так, ну и здесь не вижу. Получается, у вас в этот день может быть с кем-то конфликт, скандал, либо вы можете быть свидетелем какого-то конфликта, скандала.
Финансовые вопросы будут решаться, встреча, общение с друзьями, получение, конверт получения. И также еще у вас выпадает месяц, это показывает события, которые имеют цикличность. Может быть даже цикл месяц, раз в месяц, там, раз в 3 месяца, раз в 2 недели. Вот может быть какое-то у вас получение, там есть какой-то цикл какого-то получения. И змея показывает, что в этот день будет еще общение, разговор с человеком, у которого такой длинный острый язык. Возможно, вот конфликт будет связан с этой змеей. Кто-то что-то там прошипит вам в спину, а вы скажете в ответ что-то. Не сдержитесь. Может быть так, как вариант проиграется. Благодарю за внимание. Все вам показала. Перехожу к близнецам. Сейчас будем смотреть, что у близнецов, какие у них события. — 27 сентября, пятница, события дня. Сразу же корабль выпадает. Первое событие в пятницу. Маска. Предупреждения могут вас обманывать в этот день. Ключик нельзя. Чашечка чая, гости. Флаг победа. Лебедь верность. Бокальчик еще есть. Гости, бокал. Свиток. Деловая важная встреча. И, кстати, видите, выпала победа. Может быть, для вас хорошо пройдет эта встреча. Результативно. Горизонтали нет, смотрим вертикали. Нет. Сердце нельзя. Нет. Не вижу, не вижу. И здесь тоже не вижу. Получается, ожидание у вас будет в этот день, в пятницу. У вас может быть обман, гости, победа, деловая важная встреча, бокал, застолье. Может быть, встреча где-то в кафе, в ресторане за бокальчиком. И гармоничные отношения в паре. Может быть, даже какое-то событие. Иногда лебедь показывает события в паре. Если пары нет, может быть день знакомства. Так что вот такие события для вас. Из минуса получается ожидание и обман. Вот это два предупреждения, потому что наша задача с вами посмотреть предупреждение, да, что чего опасаться. Хорошее всегда приятно, когда происходит, а вот к негативу надо быть готовыми. Значит, смотрим дальше мы раков с вами. Смотрим раков. Раки. 27 сентября. Ой-ой-ой. Раки хотели куда-то убежать. 27 сентября, пятница. Раки, события дня. Покажите мне, что у них будет в этот день. Какие события будут происходить. Раки. Сразу же новость, информация. Молния выпала. Мешок с деньгами. Возможно, информация будет касаться каких-то денег. Дерево. Приглашение. Куда-то могут вас пригласить.
Месяц. Ну, опять же, вот месяц с деньгами может показывать, что каждый месяц или какой-то определенный период времени вы либо получаете, либо тратите деньги в этот день. Потому что мешок показывает, как приходят, так и уходят. Слезы, яблоко. Ну, или, скажем так, эмоции. Может быть, не прям слезы. Горизонтали нет, вертикали нет, нет, нет. Нет, нет. И есть змея по вертикали. Значит, получается, первое событие, получение информации, новостей будет в пятницу. Скорее всего, в электронном виде будут эти новости. Мешок с деньгами показывает события, связанные с финансами. Поступления или расходы, это уже у каждого будет индивидуально, но точно будет что-то с деньгами. Приглашение, событие, которое имеет цикличность и постоянно с вами повторяется. Общение со змеей и слезы. Ну вот это может вместе проиграться. Разговор с какой-то змеей, которая может там вас как-то обидеть, задеть, обозвать, покритиковать. И, возможно, как раз эти негативные эмоции будут связаны с этой змеей. Так что, к сожалению, предупреждение у вас это змея на пятницу. Благодарю за внимание, раки. Я перехожу ко львам. Двадцать 27 сентября. Львы. События дня. Так, поехали, левушки, смотрим. Пятница. Угу. Расческа, неприятность, первое событие. Подарок. Тут же хорошее. Одно плохое, одно хорошее. Якорь. Возможно, неприятность будет связана с какой-то остановкой. Потому что якорь, он всегда нас держит. Ну, как якорь держит корабль. Ага, смотрите, выпадает дорога и приятная встреча. Возможно, это вот прям одно событие. Очень редко, когда выпадает так треугольником. Ой, ромбом, господи, треугольником. Неприятность в дороге, связанная с дорогой. Невозможно съехать, потому что транспорт стоит на якоре. Я не могу попасть на какую-то приятную встречу. У меня уже даже есть подарок. Либо меня ждет подарок на этой встрече. Но опять же, это моя фантазия. Это я уже так все это в одну кучу, скажем так, соединила. Может быть, у вас вообще 4 события произойдут отдельно друг от друга. Опять же, смотрите. Либо болезнь, либо колодец. Негативные эмоции. В принципе, тут что-то событие не самое приятное. Угу. Еще есть цыпленок. Цыпленок. И цветочек тогда уже не получается, потому что цыпленок соединили цыпленка. Мешок с деньгами нельзя. Эту карту я не могу сюда ложить. Сюда могу, а повернуть не могу. Так, здесь не вижу. Получается, рассказываю просто отдельно события, не буду соединять все это в историю. Значит, если берем отдельное событие, подарок у вас в пятницу может быть, в руках подарок, неприятность может быть, поездка может быть, якорь, остановка где-то надолго,
Может быть, попадете в пробку. Это и будет неприятность. Ладно, не привязываемся. Остановка где-то надолго, дорога. Приятная встреча, общение с детками, с семьей. И может быть ухудшение самочувствия в этот день. Либо вы, допустим, если уже запланировали визит к врачу, тогда болезнь показывает, что будете заниматься здоровьем. Вот такие события. Есть как бы и плюсики, но есть и предупреждения. Львы. Неприятность, болезнь. Это все предупреждение. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Так. Смотрим девы. 27 сентября. События дня Девы. 27 сентября. Первое событие – успех. Книга нельзя. Мешок с деньгами. Ну, как-то у вас событий не сильно много. Сейчас еще проверим. Горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, вертикаль нет, нет, нет. Не вижу. Не вижу и не вижу. Ага, вижу. Сундук, самое главное. Чуть не пропустила. Ну, не самое главное, но приятное событие. У вас много событий выпали по диагонали. Хватает внимания. Вот я вижу, что вроде бы как совпадение есть, а его нет, потому что по диагонали расположен. Так, значит, смотрим 3 события. Первое. Успех в работе, в делах может быть у вас. Если в этот день, например, какие-то конкурсы, какие-то экзамены, то очень хорошо, когда успех выпадает. Вас ждет победа, успех. Финансовые вопросы, мешок с деньгами. И смотрите, вам выпал и мешок, и сундук. Но сундук показывает точно всегда прибыль, когда к нам приходят деньги. А мешок может показывать, как приходят, так и уходят. Поэтому либо тут будет 2 источника дохода, либо будут доходы и расходы в этот день. Как уже у вас проиграется, это будет у каждого по-своему. Но, в принципе, все события хорошие. Плохого ничего не выпало. Либо я что-то где-то пропустила, но не вижу. Я вот не вижу. Благодарю за внимание, девы. И я перехожу к весам. Весы. 27 сентября. События дня весы. Так, поехали. Смотрим весы, что у вас в пятницу. Ножницы. Первое событие. Любовь, 2 сердца, второе событие. Будильник.
И корона еще есть. Четвертое событие. Корона. Я сейчас еще проверю горизонтали, вертикали. Сейчас посмотрим, что здесь. Есть еще бабочка по вертикали. Здесь нет, и здесь тоже нет. Значит, рассказываю. Первое событие. Любовь. У вас все хорошо будет в личной жизни в этот день. Любовь, романтика. Решится какой-то вопрос, ножницы. Будет общение с влиятельным человеком. В короне представитель власти, закона, госструктуры какой-то. И смотрите, деловой разговор, деловые отношения. Ну, то есть, получается, вы встречаетесь с этим человеком, между вами идут какие-то разговоры, и решается вопрос, ножницы. А будильник может показывать, что с этим человеком у вас встреча на определенное время. И вам нужно очень правильно рассчитать время, чтобы не опоздать. Потому что будильник – это как раз у нас признак, если выпадает, того, что мы будем опаздывать, не успевать, спешить, торопиться. Так что правильно рассчитывайте время в этот день, чтобы не опоздать на эту важную какую-то встречу, важный разговор. Вот такие события для вас. Видите, все события, в принципе, хорошие. Главное только правильно распределить время в пятницу, рассчитать. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. Скорпионы, 27 сентября, события дня. Пятница. Пятница, скорпионы. Неприятность. События в доме. Подарок. Подсвечник. Еще есть бокал в пятницу. Застолье. Застолье с подарками. Прям событие какое-то. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, намечается в пятницу какое-то мероприятие, событие в семье. Возможно, прям будет застольем с подарками. Подсвечник еще может показывать какую-то романтическую обстановку, как вариант. Ну, либо надежда, в этот день на что-то будете надеяться. И из минуса выпала неприятность. Может еще произойти какая-то неприятность в этот день. Одно предупреждение. Такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Двадцать 27 сентября. Двадцать 27 сентября, стрельцы, события дня. Деловой разговор.
Змея. Сердце. Мечи. Мешок. Информация. Тут еще, видите, был нерешенный вопрос. Если вы первым увидели цепь, тогда проиграется у вас цепь, а не новость. Я ее не увидела, я увидела новость. Поэтому важно, что видите вы. Ваши глаза замечают. Так, и дерево еще я вижу. Сундук не получается соединить. И здесь нет совпадений. Значит, что нашла я для вас? Какой-то разговор будет у вас в этот день, деловой, рабочий, в пятницу. Может быть разговор с человеком-змеей, встреча, общение. Это значит, что кто-то будет на вас нападать, вас жалить. Будет неприятно. Это всегда какая-то критика, замечание. Поэтому вот это предупреждение. У вас еще и конфликт выпадает. 2 меча. Скорее всего, что вы будете реагировать на эту змею. Оно и естественно, потому что сейчас коридор затмений. Змеи все, у них идет обострение у этих змей, и они себя ведут особо агрессивно. А мы тоже не можем терпеть и даем эту реакцию. Поэтому это вот сейчас сплошь и рядом. Любовь. Также в этот день у вас все хорошо будет в личной жизни. Какие-то события, связанные с финансами, приглашение и получение информации, новостей. Вот такие события. Из предупреждений конфликт. Конфликт и змея. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Так, козероги. Козероги, 27 сентября. События дня. Неприятность. Расческа. И тут же рядом показывают, какая конфликт, скандал, ругань будет с кем-то. Ожидание. Возможно, это тоже причина. Вы долго ждали или вас долго ждали. Скорее всего, что вы, потому что если выпадает вам корабль, это значит, что вы очень долго ждете кого-то или чего-то, и, может быть, это и будет причиной этого конфликта. Удача, везение, подкова. Как-то, видите, она вот уже ближе к концу дня. Эта удача включается. Плюс еще колокольчик пропустила. Сердце нельзя. Не сказала вам, забыла, потому что здесь уже корабль. И домик еще есть. Горизонтали, вертикали нет совпадений. Значит, получается, в этот день предупреждение, неприятность может произойти с вами какая-то, может быть скандал, конфликт, долгое нудное ожидание, пустые разговоры, болтовня, удача, везение и события в семье, в доме. Именно, связанные с вашим домом, с родственниками еще может быть какое-то событие у родственников, например. Так что вот такие события: предупреждение, неприятность и конфликт.
Потому что моя задача вас предупредить о негативных событиях, чтобы вы их либо избежали, либо были к ним готовыми. А хорошие события, это, знаете, такие больше как просто бонусы. Посмотреть, что будет хорошего. Хорошему мы всегда рады. Так, смотрим дальше. Водолеи. Водолеи. 27 сентября, пятница, Водолеи. Покажите мне, как пройдет у них день. Водолеи. Сундук, первое событие. Прибыль, финансовые поступления. Еще подарок есть. Будете получать подарки. Может быть, это какие-то подарки, связанные с деньгами, бонусы какие-нибудь. Угу, мешок. Вот чувствую, что здесь что-то должно совпасть, а глаза не видят. Мешок с деньгами. Бокал. Колокольчик нельзя. Приглашение. Приглашение на застолье. Угу. Корона. Цветочек нельзя. Корона показывает общение с какими-то очень влиятельными людьми, серьезными. Новости. Информация, новости. Книгу нельзя соединить, свиток нельзя соединить. Змея еще есть. Ну вот единственное негативное событие — это змея в вашем случае. И домик еще есть. Получается, все события классные, кроме... Ну, змея — это, опять же, смотря как на нее реагировать, на эту змею, она может тоже быть неплохим событием. Значит, что выпало? Выпала прибыль, точно у вас будут финансовые поступления. Выпал подарок, застолье, приглашение. Вас приглашают на какое-то застолье с подарками. И домик показывает события, скорее всего, в семье, в родне, среди близких. Также будет общение с очень важным, влиятельным человеком. Может быть, это он будет связан с прибылью. Будут какие-то новости, информация приходить. И у вас еще выпал мешок с деньгами. Это, опять же, какие-то события, связанные с деньгами. Тут могут быть как приход, прибыль, так и расход. Если сундук — это точно прибыль, то мешок может быть и так, и так. Ну и негативное событие — это змея. Но змея в вашем случае может показывать, например, завистников, люди, которые завидуют вам в этот день и пытаются как-то вот обидеть, задеть вас. И тут только от вас зависит ваша реакция. Вы будете реагировать на них или не будете. На них можно просто не реагировать. Может быть, на этом событии будет кто-то с острым языком, который любит всем замечания делать. А сейчас в коридор затмений у всех этих змей, как говорится, обострение. Они особо ядовитые, так что к этому надо быть готовыми морально. Вот такая информация для вас, Водолеи. Благодарю за внимание. Я перехожу к рыбкам. Смотрим рыбы. 27 сентября. Двадцать 27 сентября. Рыбы. События дня.
Прибыль тоже у вас сразу же выпадает первым событием. Финансовые поступления. И конверт. Получение. Получение денег. Будильник. Будильник часто показывает, что мы должны где-то оказаться в определенное время. Еще и якорь рядом. А якорь — это остановка. Когда нас что-то держит, и мы не можем попасть туда, куда надо вовремя. Что-то мешает. Дерево нельзя. Вот это однозначно предупреждение для вас. Болезнь еще выпала, череп. Книга «Казенный дом». С черепом это может быть больница. Ну, можно вот прочитать, смотрите, вместе. Больница. У вас назначена на определенное время встреча с врачом. Тема здоровья. Якорь показывает, что вы проводите много времени в больнице. Ну, можно вот так прочитать. Ожидание. Да. Ожидания, опять же, связаны со здоровьем. Долгое, нудное ожидание. Корабль стоит на якоре. Ну, корабль — это имеется в виду вы. Змея. Змея, кстати, в вашем случае там может быть врач. Потому что змея у нас может показывать ядовитых людей с длинным языком, может показывать врачей, а может показывать еще, просто описывать человека, характеристика. Бабочка есть, деловой разговор какой-то. Любовь нельзя, здесь нет. И есть еще метла. Ну, вот видите, метла, ссора со змеей. Может быть, в больнице кто-то, знаете, там, или в очереди, или где-то там в регистратуре, может быть, кто-то будет очень добрый в кавычках. И карта показывает, что вы тут можете прям вспылить по метле. Так, ладно, называю все события отдельно. Не будем их перемешивать, потому что они могут проигрываться отдельно. Это может быть совсем и не больница. Якорь может вообще касаться другого, поэтому называю отдельно. Деловой разговор может быть в пятницу. Получение, что-то будете получать. Финансовые поступления будут. Тема здоровья будет проигрываться. Ожидание, проблема со временем. Долгая остановка где-то. Прям вот 2-3 часа на одном месте в ожидании. Посещение госучреждения, общение со змеей, с человеком, который будет язвить, говорить что-то неприятное, и метла, ну, соответственно, ссора, какая-то ваша реакция. Желание с кем-то поругаться в этот день. Так что вот такая информация для вас, рыбки, на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.